России необходимо долгосрочное стратегическое партнерство и дружба с Абхазией и абхазским народом, отметил Сергей Кириенко в интервью телеканалам Абаза ТВ и АГТРК. Как развиваются отношения между двумя странами, что важного происходило в этом году, как реализуются подписанные договоры между Абхазией и Россией, будем обсуждать тему с политологом Бесланом Хагба. Беслан Алексеевич, мы рады вас видеть в нашей студии. Здравствуйте. Беслан Алексеевич, только ленивый, мне кажется, не отреагировал на интервью Кириенко. Большой отклик, много такой позитивной реакции на интервью Сергея Владиленовича, первого заместителя руководителя администрации президента России. Вы лично как отреагировали? Что бы выделили? Вы знаете, почему такая реакция в Абхазии? Давно политик такого ранга, уровня из Российской Федерации таким образом не выступал в абхазском обществе, не давал такое открытое интервью. И это понравилось, между прочим. Я думаю, что абхазское общество приняло с одобрением его выступления, потому что много острых вопросов, которые возникали, некоторые вопросы были искусственными, можно было избежать, но это случилось, это имело место, и причем, знаете, он старался, Сергей Кириенко надо поприветствовать, что он старался эти острые вопросы не оставить, не избежать этих вопросов, а наоборот, подчеркивая, объяснить абхазскому обществу, как Россия будет относиться, как относится, и так далее, и так далее. Это понравилось. Знаете, это понравилось абхазскому обществу, это было такое, с одобрением было принято. Я не помню, действительно, в последнее время, когда такой политик выступал в абхазском, среди аудитории в абхазском обществе, да, и это было такое с одобрением принято. На что следует обратить внимание прежде всего? Знаете, некоторые вопросы, 2-3 вопроса необходимо было действительно с таким подчеркнуто объяснить, как Россия относится к этим проблемам. Например, что Россия будет поддерживать Абхазию всегда будет поддерживать все те договоры о союзничестве, о стратегическом партнерстве, которые были заключены, она будет исполнять. Но в то же время, знаете, было подчеркнуто, что и абхазская сторона должна делать какие-то встречные шаги. В плане, прежде всего, как мне кажется, в установлении политической стабильности в Абхазии. Вообще, что не нравится, прямо поставим вопрос, за последние годы в Абхазии, что не нравится политическим руководителям в России, это нестабильность. Причем это передается, знаете, из одного цикла в другое. Мы не можем спокойно, тихо, провести какие-то выборы, какие-то шумные события происходят. Это не всегда с одобрением отзываются и средства массовой информации, и некоторые политики в Российской Федерации. Это создает, знаете, такой имидж, не хочу, но об этом уже говорят неудавшейся страны. Может быть, понимаете, такой статус есть, не дай бог, ведь чего греха таить, в 2008 году то, что случилось, это историческое событие в истории абхазского народа. Вообще-то историческое событие на постсоветском пространстве. Такого не было никогда. Бывшие автономные два образования получили статус суверенной страны. И причем было сделано таким образом, что Россия будет покровительствовать в становлении этих государств. И Россия заинтересована в успешности этого проекта. Об этом, кстати, говорил и Сергей Кириенко. Вы знаете, если какие-то вопросы возникают, острые вопросы, например, какие-то события произошли, это не всегда, и российские политики ведут себя аккуратно в Абхазии. Об этом тоже говорил Сергей Кириенко. Но это нужно делать очень спокойно, тихо, не превращать в какое-то национальное бедствие. Знаете, это событие произошло, значит, политики должны встретиться и поговорить спокойно. Насколько я понимаю, Сергей Владиленович говорил о том, что разные силы в Абхазии, они все понимают, что то есть они все за стратегическое партнерство, за партнерство с Россией, но при этом иногда тема абхазо-российских отношений может использоваться в политической борьбе, чтобы этого не было, и что партнерство не зависело от этой политической борьбы и спекулирования на этой теме. И совершенно правильно, чтобы эту конъюнктуру убрать выборную. Знаете, как приближаются выборы, эту остроту приподнимаю, какие-то проблемы есть. Слушайте, в международных отношениях вообще, когда между странами возникают какие-то отношения, всегда есть проблемы. Среди малых стран, малочисленных народов и вообще среди больших стран всегда есть проблемы. И политики встречаются, чтобы решить эту проблему. Но это не превращает, знаете, как инструмент политической борьбы. В наших условиях, абхазских условиях, это очень опасно. Понимаете? Все-таки надо иметь в виду еще, что все-таки я еще раз хочу подчеркнуть, Абхазия и Южная Осетия — это особый случай. Особый случай на постсоветском пространстве. И если это случилось, мы должны воспользоваться этим шансом.
Понимаете, если какие-то проблемы возникают, необходимо не закрывать глаза, а говорить открыто, но не превращать в какое-то бедствие. Я еще раз хочу подчеркнуть, что вы знаете, какой-то инструмент, рычаг давления на какие-то политические силы. Сергей Владимирович сказал прямо, что в Абхазии нет и не может быть, вообще-то говоря, антироссийских сил. Что имеется в виду? Организованных политических сил против России никто не выступает. Может быть, какие-то есть деятели, которые выражают обиду, кого-то выгнали из кабинета. Мало ли чего вообще случается в политической жизни. Я уверен, что в Абхазии таких сил нет. Но надо иметь в виду еще что. Надо быть очень аккуратным в высказываниях и выступлениях в своих действиях. Надо иметь еще вот что и в виду, что Россия сегодня в особом этапе своего исторического развития, учитывая вот такое враждебное отношение стран Запада, специальную военную операцию. Понимаете, все это мы должны здесь в Абхазии иметь в виду. И поэтому мы должны с уважением относиться, во-первых, действиям, если какие-то провалы есть, говорить спокойно, тихо, с соблюдением высокого уровня политической культуры. Это очень важно. Беслан Алексеевич, но если говорить о взаимном интересе, понятно, почему Абхазия заинтересована в таком долгосрочном стратегическом партнерстве. Но со стороны России это четкий тезис прозвучал в интервью о том, что Россия заинтересована в долгосрочном партнерстве с Абхазией. А в чем заключается интерес России в этом партнерстве? Почему в крепком соседе? Нет, не только. Вы знаете, соседи бывают тоже разные. Понимаете, бывают соседи, с которыми конфликтуют десятилетия. На нашем опыте мы это знаем. И у России тоже есть такие страны. Понимаете, что касается Абхазии, самое главное, почему стратегически... Вы знаете, это такой протокольный термин, да, вот когда между странами договариваться, стратегическое партнерство. Надо небольшой такой перевод необходимо дать. Ведь что такое в нашем случае? Это значит, что мы взялись за это дело, особенно после 2008 года, после признания строительства своей страны. Россия поможет в этом. Понимаете, в продвижении, в международных отношениях. Чего греха таит? Понимаете, мир по-другому смотрит на Абхазию, Южную Осетию после случившегося в 2008 году. Они больше поддерживают Грузию в территориальной так называемой целостности. И надо признать, что это будет еще долго, десятилетия в таком отношении будем находиться. И здесь, кстати, никакой трагедии нет. Я мог бы привести кучу примеров других стран, которые находятся в таком состоянии очень даже успешно, между прочим. Понимаете, мы должны опыт принять. Вот, вы знаете, как эти страны развивались и как они строили отношения с большими странами. И причем очень удачно. И в нашем случае мы должны соблюдать все эти правила, понимаете, аккуратно относиться и если какие-то вопросы, проблемы возникают, необходимо решить, знаете, кто такой политик вообще-то? Для чего политик появляется в жизни? Чтобы усмирить какие-то страсти. Это очень важно. Мы немножко за последние годы мы переборщили, мы увлеклись слишком. Абхазское общество слишком стало конфликтом. Разные политические силы. Здесь Россия, кстати, ни при чем. Все, которые приходят к власти, об этом говорил, кстати, Сергей Кириенко говорил, они все-таки обращаются к России. Не к Турции же, не к Китаю ведь обращаются. Мы обращаемся все равно... Только власть получают в руки. Да, вот они зашли в кабинет обращения, потому что вы знаете, мы называемся Абхазия суверенной независимой страной, мы абсолютно зависимы от России, особенно в плане безопасности. И с этого и надо и начинать. Об этом, кстати, Сергей Кириенко говорил. Абхазия должна стать самодостаточной экономикой, но в плане безопасности мы всегда поможем. Мы будем заниматься обороноспособностью. Но что касается некоторых вопросов, особенно, вы знаете, самый главный мотив его обращения к абхазскому, страна должна начинать развиваться. Это очень важно. Понимаете, в таком подвешенном таком состоянии еще долго нас вряд ли будут терпеть политические силы в Российской Федерации. Год, 5 лет, 10 лет. Были причины объективные, хорошо. Там мы сказали, война, конфликтная, постконфликтная и так далее, и так далее. Но уже по-другому будут к нам относиться. Страна должна начинать развиваться. И необходимо некоторые проблемы решить. Например, инвестиции, болезни для нашей страны. Вообще много таких вопросов экономических. Я уверен, что это самые главные вопросы, которые станут перед нашими политиками. Необходимо спокойно все эти вопросы решить. Не превращать в демагогию, в инструмент политической борьбы. Это очень важно. Но вы сами сказали, что иногда есть страхи, которые мешают как раз развитию этих вопросов. И те же инвестиции, о которых вы говорите, это тоже порой связано со страхами абхазского общества. Открытость, может, как Сергей Владимирович тоже говорил об этом, о том, что может ли Россия поглотить Абхазию.
Кстати, как с этими страхами работать? Вы знаете, очень открыто говорил Сергей Кириенко о страхе, который в абхазском обществе имеет место, да, связано с развитием. И, понимаете, это имеет место быть. Понимаете, надо быть в этом отношении очень аккуратным. Это не значит, что мы должны отбросить проблему развития Абхазии. Мы эту проблему необходимо решить. Понимаете, аккуратно, учитывая, кстати, мировую практику тоже. И другие страны, малочисленные народы, малые страны испытывали такой страх, но им удалось этот вопрос решить очень даже успешно. Понимаете? Но в нашем случае это превращается, вы знаете, в демагогию, в инструмент политической борьбы. Вот мы выступаем за национальные интересы Абхазии, а вот другие политические силы нет, они выступают за инвестиции. Вы знаете, развитие экономики, инвестиции — это почти синонимы. Не бывает без инвестиций развития экономики. Не бывает. Эту проблему необходимо решить. Если не сегодня, так завтра. И эту проблему необходимо решить с учетом интересов и Российской Федерации, конечно, и с учетом, самое главное, жизненных интересов абхазского народа. Я уверен, что мировая практика позволит нам эту проблему решить. Но, еще раз хочу подчеркнуть, это не превращает в политическую борьбу. Понимаете, мы, политики, выступаем за национальные интересы. И иногда такие аргументы приводят явно не в пользу развития экономики, понимаете? Потому что, что касается вопросов инвестиций, что касается вопросов сохранения самобытности, самокультуры, самой культуры абхазского народа, мы в таком регионе находимся, что, знаете, Сергей Владимирович говорил, на берегу моря, у подножия горы. Эта экономика должна развиваться, тем более комплекс туристический. А как это можно сделать без больших инвестиционных ресурсов Российской даже Федерации? Понимаете, здесь национальное происхождение необходимо подчеркнуть. Я не думаю, что большие китайские инвестиции, турецкие инвестиции понравятся Российской Федерации. Это очень будет правильная реакция, понимаете? Мы должны с ними работать. Учитывая, я еще раз хочу подчеркнуть, что Абхазия в ближайшие десятилетия не получит такого масштабного международного признания. Мир так развивается не в пользу признания Абхазии. Мы находимся в очень сложных конфронтационных отношениях с Западом. И люди, которые знают, говорят, что это на десятилетия. И мы, что должны здесь в Абхазии, учитывая этот фактор, строить отношения свои с Российской Федерацией. Беслан Алексеевич, понятно, что инвестиции нужны каждой стране, да? Но есть и резервы внутри страны в том числе. Экономисты не раз говорили о том, что у нас высокий уровень теневой экономики, борьба с коррупцией. Укрепление институтов государства — это же тоже очень важное направление поиска таких резервов. Это очень важно, если имеет место очень большой объем теневой экономики, с этим надо бороться. Это уже проблема местной власти. Но понимаете, в чем дело? Если говорить о каких-то прорывных вещах, я в этом ключе говорю, чтобы страна действительно начала буквально семимильными шагами развиваться, большие инвестиции отчаянно, это слово хочу подчеркнуть, отчаянно нуждается Абхазия. И очень избирательно надо подходить к большим инвестициям в разных регионах нашей страны. Понимаете, если побываете в городе Схорчал, если побываете в городе Чемчира, побываете в городе, допустим, Сухум, даже активность местного населения уже видно, понимаете, во что превращается этот восточный регион по сравнению с центральным и западным регионом. Понимаете, такая дифференциация сложилась в Абхазии. И эту проблему необходимо снять с помощью инвестиций. Об этом говорил, кстати, Сергей Владимирович тоже. Открыто причем говорил. Понимаете, с учетом интересов, это необходимо проблему решить власти абхазские. В ближайшие 5-10 лет. Я уверен, что и Россия будет в этом настаивать. Понимаете, так находиться в абсолютном государственном бюджете России целая страна, понимаете, некоторые регионы в Российской Федерации себе не могут позволить это. Сергей Владимирович правильно сказал и прямо сказал о том, что мы заинтересованы в самодостаточности абхазской экономики, потому что нам потом придется меньше денег вкладывать в страну. Совершенно правильно. Понимаете, некоторые острые социальные проблемы мы снимем, но что касается развития, такое не бывает, понимаете, не бывает. Особенно, кстати, я хочу обратить внимание наших слушателей, особенно и частых инвесторов российских. И без этого у нас ничего не получится. Понимаете, люди боятся здесь, я понимаю, страх есть, но избирательно, необходимо открыто, если мы поработаем, я думаю, что эту проблему можно будет решить. Я еще раз хочу подчеркнуть, мировая практика показывает, а им удалось это решить. Другое дело, что и у нас есть не совсем добросовестные и бизнесмены, и политики. Давайте открыто говорить об этом тоже. Понимаете? У них свои какие-то узкие интересы. И их устраивает вполне сложившаяся такая конъюнктура и рынок
вот местные, вот, которая сегодня якобы сложилась. И, конечно, политическая такая ситуация, это в их интересах и работает эта страна. Значит, эту систему надо ломать. Необходимо это ломать, потому что я уверен, что это не в интересах и Российской Федерации, тем более не в интересах развития экономики Абхазии. Беслан Алексеевич, ну, кадастр, который с таким трудом 15 лет над ним работали, 1 октября он вступил в силу. И вот информация о том, что отложили действия закона до 2027 года. Это тоже вот звенья как бы одной цепи. Что мы внутри страны делаем для привлечения инвестиций, для прозрачности вообще всей системы учета недвижимости. Это и для нас, и для инвесторов, и вообще для развития государства. Вот как вы отреагировали? Вот как раз вы затронули один из главных, не самый главный, один из главных таких болезненных вопросов, которые нам необходимо решить. Вы знаете, ну хорошо, на 2 года мы отложили. А дальше что? Ведь без этого вопрос землепользования в Абхазии не решится. Понимаете? И так, честно говоря, очень много злоупотреблений. Давайте скажем прямо, за последние десятилетия, что касается вот использования землепользования в Абхазии. Мы это открыто видим, кстати, стоит пройтись по городам, по берегу нашей страны, по побережью нашей страны. Понимаете, этот вопрос необходимо решить. Ну, отложили на 2 года. А до этого как? Понимаете, это будет реакция добросовестных инвесторов, может быть, из других стран, например, из Российской Федерации. А если так вопрос решается, если они сами не могут такой закон важный принять, а кто будет мои инвестиционные ресурсы защищать в Абхазии? Вот ярчайший такой, понимаете, вот наглядно, вот такой вопрос, который возникает у добросовестного какого-то инвестора из Российской Федерации. Это очень важно. Понимаете, в мире идет борьба за инвестиционные ресурсы. И мы отвергаем. Это не политика. Понимаете? Это не защита наших национальных интересов. Если мы это сегодня сделаем, мы это сделаем через 10 лет явно не в нашу пользу. Поэтому очень жестко надо относиться к этим вопросам. Понимаете? Если кто-то отвергает, пусть аргументирует. Пусть аргументы не потому, что я патриот Абхазии, мы все патриоты Абхазии, хорошо оставим. Нет, аргументировать цифрами, понимаете, задачами, которые стоят перед Абхазией, как он собирается эту проблему решить без инвестиций. Ну, я про страхи, если вы спрашиваете, я могу некоторые их аргументы озвучить. Вот людей, которые опасаются инвестиций, они говорят о том, что малый и средний бизнес пострадает абхазский. Абхазский вообще в целом бизнес не может конкурировать с российским бизнесом по объемам, по масштабам. Вот такие голоса иногда слышим? Есть такие голоса слышим, и иногда это голоса и оправданы. Вопрос хочется поставить, понимаете, в таком состоянии мы тоже не можем находиться. А как развиваться? У нас нет ресурсов. Понимаете, когда говорят о малом среднем бизнесе, не только наш малый бизнес не может конкурировать с российским большим, и с малым средним бизнесом в Российской Федерации не может конкурировать. Они далеко пошли в этом отношении. Понимаете, я не говорю... Вот Сергей Владимирович говорил, кстати, Абхазия не нуждается, не нужно строить такие большие туристические комплексы, как в городе Сочи. Это как раз то, что нравится, я думаю, что многим жителям нашей страны. А что касается всего остального, среднего, малого, в этом отношении мы отстаем сильно. Понимаете, чего греха таит? Наш комплекс туристический — это то, что нам досталось от Советского еще Союза. Вот то, что было взято, захвачено и так далее, и так далее, и так далее. Это вот то, что мы имеем сегодня. Если кто-то построил гостиницу, маленькую такую гостиницу, я не знаю, хорошую, попадается очень редко. Все то, что нам досталось от Советского Союза. Понимаете, это не может такой комплекс конкурировать, например, с комплексами, которые имеют место в Турции и в городе Сочи. Только. Поэтому эту проблему необходимо будет решить, потому что мы же сказали, Сергей Владимирович Кириенко говорит, самодостаточная экономика. Экономика какая? Прежде всего, туристический комплекс в Абхазии. И сельское хозяйство в комплексе сельское хозяйство не очень развитое. У нас таких больших площадей нет, чтобы развивать, допустим, чайные плантации, что появились, табачные плантации появились. Дай бог, что я думаю, что никогда не появится. Понимаете? Но есть и другие культуры, которые могли бы может, быть понимаете, но, понимаете, надо вопрос комплекса решить сельского хозяйства, прежде всего инфраструктуры. Понимаете, люди убегают из села потому, что им нравится здесь жить, чем в селах. Вот так давайте поставим вопрос. Почему молодежь не хочет возвращаться? Потому что здесь им комфортнее. Вот. В первую очередь это связано с работой, с возможностью заработать и прожить на эти деньги. Совершенно правильно. Работа, и комфорт, и все остальное. Понимаете, если все будет хорошо, и люди вернутся, может быть, кстати, с возвращением вообще и туризма в сельскую местность, об этом говорил Сергей Владимирович, это очень
вот, знаете, сильно развивается в мире. Люди приезжают не только просто полежать, допустим, на наших пляжах, да, не только, кстати. Тысячи людей приезжают, потому что это красивая страна. Вот. И мы должны это использовать. И поэтому эти вопросы необходимо решить. Вопросы инвестиций будут актуальны в наших отношениях с Россией всегда. Хорошо, Всегда. но вот эти страхи, они же всегда все равно будут звучать, витать в воздухе. Можно ли законодательным образом найти какую-то золотую середину? Есть же механизмы, в конце концов, которые позволят защитить национальные интересы и при этом создать условия для привлечения инвестиций. Мировая практика показывает, решений таких вопросов было много. Понимаете? Какие-то красные линии очертить. И красные линии уже очертили, об этом все говорят. Действительно, мы тоже боимся. Понимаете, мы не хотим, чтобы вот через 10 лет наш край был захвачен китайцами, китайским бизнесом. И вообще и турецким бизнесом, и так далее, и так далее. Мы хотим сохраниться. Для этого мы все это начали. Но, понимаете, вот вы сказали «золотая середина», его необходимо найти законодательно. Потому что если вы кого-то приглашаете, одного бизнесмена, вы его нашли, он искренне настроен, что-то сделать для Абхазии, не только для себя, но он не защищен. Абсолютно не защищен. Понимаете, здесь, в Абхазии. Его можно взять, извините за такое выражение, кинуть. Такое случалось в наших случаях, были в нашей истории. Понимаете, это дает, получает такой отклик в российском обществе. И говорят, вообще, что там делается в этом крае? Мы миллиарды бюджетных денег вложили, а вот так относятся, понимаете? Мы не должны забывать, какие шаги были непростые, сделаны руководством Российской Федерации. Мы должны это ценить. Учитывая вот то, что вы сказали, учитывая все эти линии красные, учитывая наши интересы, эти вопросы инвестиционные проблемы необходимо будет решать. Я уверен, что без этого это всегда будут ставить, знаете, любые политические силы, которые будут приходить к власти в России. Потому что без этого, я еще раз говорю, не бывает, никакого развития не получится. А вот с учетом интересов, мировая практика показывает, что, кстати, об этом говорил Сергей Владимирович, давайте сядем, поговорим спокойно, с учетом и ваших интересов, и наших интересов. Понимаете? Вот самодостаточная экономика, о чем он говорит, вот как раз это и подразумевает. Вот это и подразумевает. Потому что на дотациях целая страна не может находиться. Ну хорошо, год, 5-10 лет, были проблемы, объективные причины. А дальше что? Что вы сделали? Вопрос для вашей страны. То есть самодостаточная абхазская экономика — это вопрос, представляющий взаимные интересы и для Абхазии, и для России. Совершенно правильно. Мы не можем уповать, знаете, на помощь китайцев, турков, Соединенных Штатов Америки, западных стран. Мир так развивается, я еще раз говорю, не в пользу признания международного Абхазии в ближайшие десятилетия. Я думаю, что в Российской Федерации это понимают. Вот недавно вновь возобновили предоставление гражданства Россия, гражданам Абхазии, о двойном гражданстве. Долго мы говорили, кстати. Вот понимаете, вот тоже опять-таки проблемы возникают. Но все-таки удалось решить эту проблему, да, надеюсь. Почему вот возобновили? Потому что и в Москве видят, что Абхазию, Южной Осетии не получат. Кстати, Владимир Владимирович Путин говорил в одном из интервью, он еще был премьер-министром, когда мы получили признание, на вопрос вообще расширения, произойдет признание Абхазии и Южной Осетии. Говорит, вам достаточно признания России. Видимо, они знали уже, понимали, что мировая практика показывает, что мир не так приветствует на постсоветском пространстве, как когда какие-то другие страны, которые в союзничестве с Россией начинают строить свое государство. Им это не нравится. Даже большие. Например, мы же знаем, какие санкции по отношению к такой стране, как Беларусь. Боже мой, удивительно вообще, какая политика ведется. Понимаете, вот все эти факторы необходимо учитывать. Это явно не в пользу признания Абхазии, расширения признания. Значит, мы по-другому должны строить нашу государственность. В интеграции с Российской Федерацией. Слова не надо бояться. Интеграции. Понимаете, вот иногда вот в абхазском обществе возникает такой вопрос. Вот Россия хочет проглотить Абхазию. Неоднократно даже сам Путин говорил, понимаете, даже была политика, некоторые шаги были сделаны руководством Южной Осетии, чтобы провести референдум о вхождении. Сказали нет. Это о чем говорит? Значит, тот статус. Было время, когда и Абхазия просилась. Да, сказали нет. Россия будет относиться как к суверенным странам, но в глубокой интеграции. Беслан Алексеевич, если коротко о том, что за последнее время положительного вы видите во взаимоотношениях, чтобы понять вообще, какой дальнейший вектор развития абхазо-российских отношений?
Прям коротко, у нас Вы немного знаете, времени. я хочу, давайте с личностью Сергея Владимировича Кириенко, вот какой-то прорыв в наших отношениях после президентских выборов произошло. Я думаю, что и политическое руководство искренне относится к нашим проблемам. Если мы этим воспользуемся, страна вот какой-то в хорошем смысле взбудоражена сейчас, да, вот какие-то очень много проектов, много чего происходит. Я думаю, что если мы этим воспользуемся, по-другому будет относиться, и страна начнет развиваться. Мы никогда не должны терять надежды. Никогда. Беслан Алексеевич, большое вам спасибо, что были с нами здесь в студии, ответили на наши вопросы. Благодарю вас. Благодарю вас. А нашим слушателям напомню, на студии был политолог Беслан Хакба. Мы говорили об абхазо-российских отношениях и их развитии.